Мы в гостях у уполномоченного по правам человека по Республике Саха-Якутия Гуреве Сардан Михайловна. Институт уполномоченного по правам человека – это что такое? Уполномоченный по правам человека в Республике Саха-Якутия является государственным органом, который является по своей сути правозащитным институтом, который уполномоченный по правам человека в Республике – это, по сути дела, защитник сегодня прав граждан, работает на восстановление нарушенных прав, ведет работу по правовому просвещению населения. В своей деятельности мы помогаем, содействуем органам власти оперативно принимать те решения, которые необходимы для восстановления нарушенных прав. Права, оказывается, есть мигрантов, есть права осужденных. Это тоже ваша компетенция? Да, есть ряд обращений тоже и в течение 2018 года от осужденных. Это и по разъяснению правил внутреннего распорядка, это и по несогласию с приговорами суда, это и тот случай, который у нас был связан с голодовкой и зашиванием ртов осужденных ИК-1, ну и многие-многие другие аспекты, которые связаны с исполнением отбыванием наказания в местах лишения свободы, исполнением положений уголовно-исполнительного законодательства. Каждое, значит, обращение рассматривается, как правило, с выездом на место. Значит, идет обсуждение, разъяснение законодательства. И где-то, если мы видим, что вопрос не требует проверки, мы даем разъяснение, а где-то, если требуется проверка, что есть некие факты нарушения, то я обращаюсь в прокуратуру по надзору за исполнением законодательства в местах лишения свободы. И совместно мы с прокуратурой добиваемся справедливости и разъясняем нормы осужденным, которые обратились в мой адрес. В части мигрантов хочу сказать, что таких обращений в мой адрес немного, их, надо сказать, единицы. Те вопросы, которые мы отрабатываем совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия, они рассматриваются четко, конкретно, в сроки. Республиканские ведомства же тоже подключаете? Республиканские ведомства мы подключаем в обязательном порядке, и показательным примером является инициирование уполномоченным по правам человека в Республике Саха-Якутия совместно с Министерством внутренних дел по Республике Саха-Якутия акции «Путь дому». В этой акции приняли участие более 30 организаций, органов власти, учреждений и федеральные территориальные структуры, и органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, многочисленные учреждения республиканского подчинения. Также приняли органы местного самоуправления, в частности городской округ, город Якутск. Все-таки обращаем внимание гражданского общества на том, что проблема людей, которые находятся в тяжелейшей, трудной жизненной ситуации, которым нужна помощь, она есть. Мы, в частности, жители города Якутска, видим большое количество людей, которые просят милостыню, которые распивают спиртные напитки. При этом они живут без определенного места жительства, где придется, ночуют на улице, под домами, в парках, ну где угодно, где их ночь застанет, к сожалению. И зачастую эти люди не желают работать. И вот в этой связи поддержка деятельности тех социально ориентированных некоммерческих организаций, которые ежедневно, без помощи государства, работали, и сейчас уже со стороны органов местного самоуправления поддержка уже идет. Общественная организация «Алмаз», несколько человек вернулись в нормальную жизнь. Есть такие уже примеры. А если даже один человек после наших 3 акций вернулся, мы можем считать, что все вместе, вот эта большая армия так называемых чиновников, а это тоже неравнодушные люди, которые изо дня в день добросовестно трудятся на своих рабочих местах, все-таки мы все вместе добились такого результата. Но успокаиваться не надо, потому что проблем еще много. Мы вышли в адрес Госсобрания Ултумен по возможной разработке законопроекта по профилактике
бродяжничества и попрошайничества. Я знаю, что вы вышли с письмом о создании медрезвителей, ну как мы их называем в народе. По теме медвотрезвителя история тянется давно. Общественность это знает. Есть на сегодня некие предложения по установлению полномочий. Все-таки это субъектов Российской Федерации будут полномочия или органов местного самоуправления. Поэтому мы ожидаем все-таки скорейшего разрешения на федеральном уровне. А все-таки Конституция Российской Федерации нам позволяет заниматься собственным правовым регулированием. Данный вопрос находится на рассмотрении администрации городского округа город Якутск. И, конечно же, все-таки этот вопрос остается актуальным на повестке. Потому что у нас есть, к сожалению, факты. Сейчас на улице ниже минус 40 градусов. И все-таки есть факты, когда отдельные граждане не умирают, замерзают на улице и погибают. Отрабатывались некоторые вопросы с одинокими пенсионерами. Защитой прав одиноко проживающих граждан мы продолжаем заниматься. Действительно, факты имеют место быть, когда нарушаются права одиноко проживающих граждан. Это на получение своевременного медицинского обеспечения, это на то, что, значит, действительно почтальон вовремя не выдавал пенсию, то есть нарушение права на пенсионное обеспечение, ну и отдельные факты. И, конечно, самое удручающее в этом вопросе есть то, что при живых детях родители сдаются в социальные дома. Эта проблема тоже выявлена. А если кто одиноко проживает, у кого нету ни родственников, ни семьи, ни детей, то в данном случае, конечно, у нас был в начале 2018 года случай с бабой Надей, когда она несколько дней находилась в беспомощном состоянии. То нами по этому поводу сегодня принимается, кроме того, что мы оказали конкретную помощь. Значит, эта помощь, во-первых, состоялась благодаря нашей совместной, тоже слаженной работе с Министерством труда и социального развития республики. И на любые обращения уполномоченного по правам человека в Республике Саха-Якутия принимаются меры незамедлительно. Сегодня готовим специальный доклад о том, какие дополнительно надо меры принять в отношении защиты одиноко проживающих пожилых граждан. Установили, что, конечно, отдельного учета сегодня нету, которые одиноко проживающие. На сегодня заявительный характер на получение мер социальной поддержки имеет место быть. Это требование федерального законодательства. Тогда какие органы сегодня должны выявлять таких граждан? В прошлом году мы проводили совместно с МВД по Республике Саха-Якутия рейды в 2017 квартале по выявлению как раз одиноко проживающих, потому что их жизнь, их проблемы, их состояние сегодня хорошо знают и владеют этой информацией участковые уполномоченные по городу Якутску, а их у нас работает более 90 здесь. Мы выявили где-то в пределах 5, которым уже потом впоследствии при моем обращении была оказана конкретная адресная помощь. Поэтому на сегодня по моему обращению, по этим фактам, уже Министерством труда и социального развития разработан и находится на согласовании проект документа, который бы устанавливал правила игры и правила поведения, каким образом поступать в ситуации для того, чтобы выявлять одиноко проживающих граждан. Есть такое понятие общественники от полномоченного человека, и они находятся на местах в районах. Общественные представители работают с 2003 года. То есть этому институту, так же как и уполномоченному по правам человека в республике, уже 15 лет. И институт общественных представителей сегодня состоялся. Приведу пример, когда общественный представитель уполномоченного по правам человека в республике по Эвено-Бутантайскому улусу Рожина Яна Васильевна, она является редактором районной газеты, обратила внимание на поступающие жалобы, что все-таки онкология в районе молодеет. И есть целые семьи, у которых, к сожалению, погибли родные, и причем молодого возраста из-за диагноза онкологии. Яна Васильевна обратилась в мой адрес, и мы вышли на Министерство здравоохранения республики, и был организован медицинский десант, который состоялся недавно,
именно вот по проблеме здоровья жителей, а это как раз была инициатива общественных представителей. Вот таких положительных примеров, конечно, это население приветствует. Или же в Амгинском районе Бубякина Наталья Егоровна работает общественным представителем. Мы сейчас не ведем вопросы защиты прав бабушки, которую некая подозреваемая обманула, войдя в ей доверие, получив субсидию, купив квартиру и оформив на свою дочь. При этом она бабушку сдала в дом престарелых. Хотя обещала за ней ухаживать, так сказать, всю ее жизнь. Она сейчас по факту живет в Амге, я с ней встречалась, ведется уголовное дело. И, конечно, вот такие вопиющие случаи несправедливости, мошенничества, которое сейчас ведется, фактов или признаков мошенничества, которое ведется правоохранительными органами, все-таки вот мы надеемся получить свой положительный результат. Общественные представители на уровне поселений нет, работают на уровне муниципальных районов. И эту информацию мы разместим на сайте уполномоченной по правам человека в Республике Саха-Якутия. Если компетентные органы вам не оказали экстренную помощь, обращайтесь по телефону горячей линии уполномоченного по правам человека в Якутии 507-363 с 9:00 до 17 часов в рабочие дни. Необходимо всегда помнить, что ребенок такой же человек, как и взрослый. Он также заслуживает внимания, уважения и позитивного отношения к себе. Нужно всегда интересоваться его мнением и обязательно учитывать его. Каждый человек должен быть уверенным в себе, чувствовать, что он нужен и что его кто-то любит. И вашего ребенка это должно касаться в первую очередь. Родители, помните, что во всех возникающих у вас проблемах виноваты вы сами. Ребенок не виноват в том, что он появился на свет и тем самым создал вам трудности, не оправдал ваших ожиданий и желаний. За противоправные действия в отношении несовершеннолетних для родителей и лиц, их заменяющих, предусмотрены административная и уголовная ответственность. Городская газета «Эхо столицы». Справочник на все случаи жизни. Читайте актуальные новости из разных сфер жизни в печатном формате и на сайте echo-egt.ru. «Эхо столицы». По-настоящему народная газета. У вас отчет или мероприятие. Нужно, чтобы увидели и оценили. Мы вам поможем. Прямая трансляция в интернет или на ваш сайт или аккаунт. Легко с одной камеры, красиво с 3 камер с компьютерной графикой. Телефон 8 914 2 753 111. Пришел, увидел, показал. Обращайтесь.